Рахматуллахи баракату, хайли кишлар кадрлюцлар. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами сегодня мы, Руслан Айсин, Ринат Мухаметов и Булат Бей Сайфуддинов на канале Татары, Совет Татар мира, Татар Шураса. И будем подводить итоги года, возможно, какие-то наметим интересные вектора прогнозистские, выразимся так осторожно. И, в общем и целом, попробуем поставить диагноз вообще тому, что происходит. Салам алейкум, рахматуллахи баракату, кадрле бейлар, дуслар. Алейкум салам, баракату, дорогие братья, слушатели, зрители, братья и сестры тоже, забыл упомянуть сразу. Да. Алейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракату, всем зрителям, подписчикам канала. Ну вот, Ринат Бей, скажи, пожалуйста, какие мы можем вот определенные итоги года вынести? Вот сейчас буквально вот в эти минуты там интересные события происходят и в Соединенных Штатах, да, вот вроде как бы вот он, хвост кота готов, но все равно там его то вытягивают, то рубят, в том числе рубил. И не очень понятно. Как бы ты оценил вот этот 25-й год? Ну, год такой же, наверное, как его итоги. То есть такая стратегическая, как говорил тоже наш старший наставник Шамиль Султанов, стратегическая нестабильность. И итоги такие же, нестабильные. И очевидно, что все, что мы имели в 2025 году, будет продолжаться дальше с непонятными перспективами, когда это и как может закончиться. Что касается Татарстана, тюрок Российской Федерации, мусульман, то, в общем, я думаю, что процесс, который наметился после 22 февраля 2022 года, 24 февраля 2022 года, он достаточно медленно развивается, но как бы поступательно, логично, в своей логике и, к сожалению, не в пользу ни татар, ни всех остальных, кого я перечислил. В общем, процесс переваривания империи и формирования такой вот имперской единой нации, неосоветский Роснарод, он идет, и надо признать, в общем, достаточно успешно. Может быть, даже более успешно, чем боевые действия для России в Украине. Ну, я понимаю, ты как политолог комментируешь, но вот если историческую перспективу посмотреть, насколько вообще у этой империи есть достаточно ресурсов для того, чтобы переварить все, что она заглотнула сейчас? Ну, это тоже вопрос такой очень умозрительный. Казалось бы, как бы ресурсов... Уже в 2022 году казалось, что ресурсов нет. Я помню, когда начались боевые действия, прямо 24 числа уже покойный Глеб Павловский был на уже закрытом «Эхо Москвы», и он говорил, что типа вот, ну, по моим оценкам, в этом году Российская Федерация прекратит свое существование. Я еще тогда прям у меня глаза на лоб полезли, думаю, ничего себе, уж если сам Глеб Павловский такой говорит. Но он тогда, конечно, уже находился в критическом состоянии физическом, да, это уже было незадолго до смерти, и находился он в Австрии. Вот. С одной стороны, может быть, как бы это такой несколько обусловлено его таким состоянием, уже близким к агонии. С другой стороны, в общем, ему как бы терять было нечего, и говорил он, в общем, все, что думал. Ну, это к тому, что ему-то, очевидно, тогда казалось, что ресурсов нету, и вот может делать такие выводы. Но уже прошло 4 года, в общем, никто уже сейчас таких выводов особо не делает, да? То есть, потому что мы видим, что ничего критического не происходит, по крайней мере, пока, да, есть какие-то звоночки, есть какие-то тенденции, да, как-то вроде где-то чего-то там намечается, что-то как-то проглядывается, но
пока, как бы, если вот, ну, просто смотреть объективно, не выдавая там желаемое за действительное, ну, сказать, что империя у края там находится, ну, я думаю, мало кто так может сейчас сказать. И это я к тому, что ресурс не надо недооценивать. Ресурс прочности, он достаточно серьезный, и он оказался более серьезный, чем практически 99% наблюдателей думали. И я хочу даже еще сказать больше того, что как бы вот российская имперская система, она имеет такую особенность, что очень быстро восстанавливаться даже после уже критического падения, как это было в смутное время, по итогам смутного времени, или как это было по итогам русской революции 17-18 годов, и как это было по итогам 91 года. Казалось бы, что система коллапсировала и никогда уже не вернется, можно делать какие-то уже, исходя из этого, да, планы строить. А вдруг оказывалось неожиданно, что совсем все не так, что империя вернулась под другим названием, под другой немножко форме. Ну, в общем, все это то же самое. Это я не к тому, что все плохо, там и надо наложить на себя руки и ждать судного дня. Нет, конечно. Но имейте в виду, что эта система имеет особый запас прочности, ну, просто как здравому аналитику, как людям, думающим о будущем, ну, это надо иметь в виду обязательно. Спасибо тебе большое. При этом нет ли, Булатбей, у тебя ощущение, что вот как раз то, что говорит Ринат о силе, ну, условной силе империи для восстановления, является слабость ее контрструктур, то есть тех сил, которые противостоят империи. Но как раз во времена смутного времени понятно, что так или иначе опасность, как считает империя, происходит с запада, ну, как бы географически с запада. А изнутри империи оказывалось, что на самом деле мощных сил противодействия нет. Значит, ну тогда Китай не сильно в расчет брали. Не думал, наверное, он и не помышлял о интервенции. Не было тогда и, наверное, политически оформленного серьезного тюркского мира. Вот сейчас можем ли мы говорить о том, что есть силы, так или иначе, которые могут в момент, так сказать, ослабления имперского этого монстра просто по-ницшеански падающего подтолкнуть? Я вот, если позволите, начну с какой-то такой конкретики, да, небольшой. Я последнюю неделю как раз вот думал над этим вопросом, который сейчас мы начали, да, обсуждать. И параллельно так получилось, что у меня были контакты, разговоры со старыми некоторыми коллегами, так скажем, которые продолжают жить в России, в Татарстане, там и не только, в разных регионах России, в общем. И что вот я могу, какие тенденции, да, обозначить, может быть, озвучить. Ну вот, например, нефтяники или люди, работающие в таком секторе добычи полезных ископаемых, жалуются на небывалый там кризис с зарплатами там и тем-то, со прочим. То есть все это есть потихоньку. Происходит, так скажем, да, вот ухудшение жизни чисто экономических таких вот вещей. Но что самое интересное, вот это отсутствие, да, какого-то морального начала, духовного начала у Роснарода не приводит этих людей к мысли о том, что ну, нужно как-то становиться какими-то акторами, да, противостоять, протестовать и так далее. Мысли такой нет. Говорят, даже работники, ну, которые работали непосредственно руками, да, рабочие в сфере нефтедобычи, теряя доход в своей сфере, которые они проработали там 10, 15, 20 лет, подписывают контракты и уходят воевать на войну в Украине. То есть это, ну, мы столкнулись
мне кажется, впервые, наверное, за всю нашу историю с таким состоянием российского человека, неважно, кто он, там, славянин, тюрок, еще кто бы то ни было, полная аморфность, индифферентность и пассивность. То есть такое ощущение, что у людей не осталось ни совести, ни чести, ни духа, ни вообще какого-то сопротивления. То есть пластилин, из которого эта власть, путинская власть, может лепить все, что угодно. Вот у меня лично сложилось такое впечатление. И действительно, ты правильно как бы задал вопрос, я думаю, он вопрос в какой-то мере риторический, да, все знают об этом, что, по сути дела, у России вообще сейчас нет серьезных противников. И со стороны Китая, естественно, Китай даже, наверное, союзник, Соединенные Штаты тоже, наверное, союзник, а внутренние, получается, акторы, потенциальные акторы, их просто-напросто нет, они находятся в полностью пассивном состоянии. Я, честно говоря, коллеги, я удивляюсь каждый день этому, да, я не знаю, как с этим быть на самом деле, как активировать, так скажем, активизировать этих потенциальных акторов внутри России. Но мне кажется, мы имеем дело вот с такой ситуацией. Я тоже хочу посыпать, как и Ренат Бей сказал, я не хочу посыпать там голову пеплом и так далее. Ну, давайте обозначим проблему, да, в начале, да, и попытаемся, может быть, как-то обсудить этот вопрос. Ну да, верно, нужно дать сначала диагноз, поставить, вернее, диагноз, а потом уже понять, как это все безобразие лечить, а может и не стоит лечить. В общем-то, вот если еще позволишь, я вот забыл просто сказать, Русланбек, вот помимо того, что они чувствуют, говорят, большинство чувствует то, что экономическая ситуация становится хуже, людям это не нравится, но они ничего абсолютно не делают, и большинство находится еще помимо всего этого в состоянии страха и паники. То есть они настолько запуганы вот этим всем репрессивным законодательством, да, то, что тиражирует медиа, там, что людей там сажают, убивают, там, похищают, и запрещают, штрафуют и так далее и тому подобное. То есть люди просто находятся в состоянии вот страха такого и ждут, что самое интересное, что якобы когда-то это закончится, там, может быть, там кто-то умрет, что-то сменится. То есть вот это какой-то русская авось присутствует в сознании людей. Они надеются переждать, да, секундочку, извиняюсь, они надеются переждать и думают, что наступит какое-то время, и все вернется к добрым старым временам. У меня лично такое впечатление сложилось. Да, я хотел добавить, что вот эта русская авось, оно уже стало таким и как бы и татарским авось, и практически, наверное, касается уже и всех мусульманских народов России. Вот уже вот это вот авось, только там это будет звучать немножко по-другому, там как бы вот иншаллах что-то в конце концов наладится, будет же когда-то все хорошо. То есть вот этот русский авось уже, он как бы камуфлировался под таким мусульманским иншаллах. И, собственно, вот просто люди, да, прикрывают этим свое просто нежелание нести какую-то ответственность вообще за себя, за будущее, за страну, за народ. Вы знаете, в свое время один мой родственник, значит, в разговоре со мной повал на то, что Грудинин, помните Грудинин, там в каком году, в 18-м году, что ли, на выборах? Был такой, да. И они серьезно вложились, если помните, вот в информационную кампанию со всех утюгов, там Грудинин. Это мой родственник говорит, ты знаешь, я уверен, что Грудинин победит. Я говорю, ну, как бы я-то политическими процессами занимаюсь, говорю, и, в общем-то, на самом деле дело обстоит. Нет, говорит, нет, я вот верю. Я говорю, ну хорошо, даже вот если там большинство за него, ты же как бы не считаешь, что ему дадут победить? Он говорит, ну, я думаю, что что-то он все-таки сделает. Он все-таки что-то сделает. Я говорю, ты выйдешь на улицу роднего? Нет, я не буду выходить. Он говорит, но он что-нибудь придумает. Это меня поразило. То есть желание, чтобы, да,
кандидат условно от оппозиции победил, но при этом самому ничего не делать и рассчитывать на какое-то чудо. Он даже не смог вербализировать это. Что за вот чудо там, ну как-нибудь, что-нибудь, но он что-нибудь придумает, да? И это та самая вера, конечно, в черных лебедей. Черных лебедей, которая действительно может неожиданно прилететь, условно говоря, со смертью Путина. Ну, это та же самая вера в доброго царя или там в мудрое бюро, когда вот они-то там знают, конечно, они-то разбираются, а потом выясняется, что никто ничего не знал, никто ни в чем не разбирался, и империя слиняла в 3 дня, как Розанов говорил, да, она вот в 17 году слиняла в 3 дня, потом в 91-м опять в 3 дня слиняла, а потом вернулась опять, ну не в 3 дня, там в 3 года. Да, слиняла в 3 дня за, так сказать, столом 3 мужиков, имеется в виду. Шушкевич, Кравчук и Ельцин. Я еще заметил вот один... Этих, ГКЧП скорее. Я извиняюсь, я просто хотел опять-таки в завершение ответа своего и забыл еще один упомянуть вот факт или паттерн, не знаю, как картину, которую я заметил, что жители столицы Москвы гораздо более счастливы происходящим, так скажем, хотя на них время от времени летят дроны, что якобы жить они даже стали лучше якобы с начала СВО, я вот такую вещь слышал, в экономическом, наверное, плане прежде всего, нежели, например, жители там Поволжья, там, Татарстана, Самарской области и некоторых других регионов. То есть столица, как говорится, это более провластная, вот по моим наблюдениям, естественно, это никакие не социологические, да, результаты исследования, чем российские регионы. Неважно, национальные или обычные области, так сказать. Ну, это социология это подтверждает, есть данные, конечно, да, ну, и это экономически, да, обосновано. Москва, она опять стала, как и в советское время, таким особым вот оазисом развитого социализма, где обязательно должна быть колбаса, которая может не быть там за 100 километров. Там есть собянинские украшения на Новый год, и развязку, зарплаты, и оттуда людей на войну призывают в меньшей степени. Там, потому что все происходит в столицах, естественно, столицу будут подкармливать до последнего. И там будут максимально сохранять режим стабильности, потому что если что и может произойти, то это может произойти в столицах. Но при этом, конечно, подспудно как бы доходят некие сигналы о том, что как бы вот такой некая тень, дух февраля, он начинает витать над Москвой. И эти разговоры усиливаются, потому что на самом деле вот люди высокопоставленные, наверное, больше всех страдают от того, что происходит. Потому что они-то, конечно, не рассчитывали вообще-то оказаться в такой ситуации, когда все их капиталы и все их будущее, там, дети, любовницы, любовники и все остальные вдруг окажутся невыездными и вообще... У них же тоже стратегическая неопределенность. Они-то как бы вложились в этот режим всей своей жизнью, а тут получается как бы завтра окажется максимум, что с очами только одними придется как бы обходиться. А там за пределами как бы санкции, там посадки и все. И как бы вот эти вот, 4-й год продолжается, и конца края не видно, и вообще непонятно чего. И поэтому, конечно, вот эти разговоры такие какие-то февральские настроения, они где-то несколько месяцев уже все чаще как бы есть некие отзвуки. Но тем не менее, даже если это каким-то образом произойдет, некий такой вот февральский переворот, совсем не факт. Мы, судя вот по этим нашим оппозиционерам, как они ставят вопрос в отношении национальных и религиозных меньшинств, и там вообще народов России, как бы особенно рассчитывать на их какую-то благосклонность и что-то они нам, в общем, посулят хорошее, тоже не приходится, к сожалению. Они прямо говорят, что, ребят, вы никто, мы вас не знаем, и вы вообще ноль на палочке,
без палочки, имя вам никто, и звать вас никак. И сидите и помалкивайте в тряпочку, когда мы вас позовем, скажете. Если не позовем, то дальше сидите. Это очень важную тему ты затронул, что так или иначе российские либералы, ну, которые позиционируют и Западу, и там, условно прогрессивным россиянам себя в качестве альтернативы путинизму, они в упор игнорируют национальный вопрос. Я бы даже сказал, что они больше его игнорируют, чем путинизм. Потому что путинизм, он все-таки побаивается, он всячески раз проговаривает, нас хотят там раскачать по национальному признаку, развалить, то, все, пятое, десятое. А эти вообще не видят этих дел. Более того, как бы чеченский важный вопрос, кавказский, они тоже настолько небрежно интерпретируют, да, вызывая вот ожесточение. Ну, это вот, на ваш взгляд, сознательная позиция такая, что при нас будет как при бабушке, или это просто элементарное непонимание вещей? Нет, это идеологически обусловленная, конечно, позиция. По сути, в национальном вопросе они мало чем отличаются от правящего режима. Но если правящий режим, как бы, условно говоря, его идея – это сформировать вот как бы не единую общность, неосоветский Роснарод, как бы вот я так формулирую для себя, для них как бы идея не неосоветский, а постсоветский Роснарод. То есть у них как бы вот спор вот по этому поводу, вот по отношению к советскому, каким этот вот Роснарод будет. Он будет постсоветским или неосоветским. А то, что он должен быть единым, таким вот, в общем, да, имперским, единая нация такая российская, это в этом смысле у них разногласий нет. И самое интересное, что даже вот этот спор, как поссорился Иван Иванович Каспаров с Иваном Никифоровичем Карамурзой, да. Вот, он как раз в плане национальном, по отношению к национальному вопросу, они едины. То есть спорили они совершенно о другом. У них там спор был фактически просто личный. А отношение как бы вот к национальному вопросу, по большому счету, они тут не различаются. То есть они все говорят, что мы вообще не понимаем, что это за какая-то квота Европа придумала, для каких национальных меньшинств, зачем она вообще нужна. Мы уж ладно, вынуждены мириться с этим, но все это полная глупость. Вообще тут говорить не о чем. Мы этих людей не знаем, какие-то народы непонятные. Как бы максимум они готовы, в общем, на экономический федерализм и считают, что таким образом, в общем, все решится. Главное, как бы, типа денег немножко людям там подкинуть на местах, и от этого все успокоится. Ну, поскольку они сами, в общем, люди оторванные от религиозной, от национальной повестки, они вообще не понимают, о чем тут вообще говорить. Для них это не ценность. И они считают, что и те, кто вот выступает от имени народа в России, это какие-то вот такие вот маргинальные жулики, которые прикрываются просто национальными религиозными делами, чтобы просто вот выбить себе копейку. Ну, как бы по себе судят, естественно, к соответствующим выводам приходят. Такой интересный, да, момент тут на самом деле возникает. Я, если отвечать прямо на твой вопрос, Руслан Бей, скажу так. Я думаю, что они и идеи такие, и в какой-то степени недалекие, я думаю. На самом деле есть и то присутствует. Недалекий идеалист. Да, но интересно вот что. Допустим, если им в результате февраля там удастся прийти к власти, условному там Карамурзе, там Каспарову, Фейгину и так далее, да? И вот Ходорковскому. Россия, по-моему, вот, на мой взгляд, я не экономист, но будет гораздо более ослабленной страной, нежели Советский Союз в моменте его разрушения, в моменте его коллапса. И в случае, если у тех же чеченцев, там, у тех же татар, у тех же башкортов возникнет запрос на независимость, на суверенитет, что сделают эти либералы? Они начнут войну, скажем так, воевать с этими народами, с чеченцами, татарами, башкирами. Что они будут делать? Схватят ли их мощи на функционирование всей экономики и так далее? Что? Кто мог подумать, что это Ельцин, например, пойдет войной на Чечню? Тоже казалось, это вообще, вроде
такой борец за свободу, там обещал разрешить суверенитет глотать там по самой не могу. А когда дело дошло, он сразу танки послал. Хотел аж в 91 году уже послать, еще СССР не развалился, он уже в ноябре месяце туда войска отправил. Но тогда у него Ну, вот сорвалось. вопрос вот такой. Если, допустим, вот среди, вернее, со стороны чеченцев, татар и башкир возникнет вот такое движение, да, массовое движение, смогут ли они совладать, вот эти пришедшие либералы, с таким вот системным, не системным, вернее, а многосторонним заявлением суверенитетов, так скажем? Это раз. И во-вторых, вот меня такой вопрос интересует. Начнут, может, они и начнут. Мне кажется, на данный момент проблема в нас самих, что в России фактически не осталось среди наших народов, среди татар, башкир, чеченцев там и так далее, тех, кто бы вот, ну, будучи абсолютно, да, смелым, так сказать, мог бы противостоять этим либералам. Что, наверное, одна из причин того, что Путин до сих пор не закрывает границы, да, он дает им уехать возможность на самом деле. То есть я имею в виду, тут надо говорить даже не о том, нужно говорить не о том, начнут ли либералы воевать с нами, а будет ли у нас у самих некое движение, так скажем, против центра, против Москвы. Ну да, согласен, вопрос большой. Но я думаю, что на самом деле даже никаких либералов никто ни о чем не будет спрашивать. Они будут лишь неким вкраплением в одну из групп силовиков, которые передерутся между собой. Это будет, если вдруг по такому сценарию все начнет развиваться, то будет похоже, ну, мне иногда кажется, что это может быть похоже на современный Судан. Вот неожиданное такое необычное сравнение. Но вот в Судане, когда свергли многолетнего диктатора Омара Башира, да, ну, вам известного, тоже дело которого в Гааге там до сих пор лежит по поводу геноцида, его свергли свои же силовики, избавились от надоевшего диктатора, который просто, ну, в тупик всех завел. Вот. И потом, в общем, они как бы попытались там некую власть построить. В результате там получилось так, что армия передралась с союзом спецслужб и вот некого подобия ЧВК, Пригожинского ЧВК, там были такие отряды. В общем, там как бы сейчас война идет между армией и вот этой второй силой, собственно, тоже силовики. То есть как бы силовики между собой передрались. Теперь у них как бы вообще там, по большому счету, ни у той, и другой стороны нет никакой идеологии. Просто воюют тупо вот, что мы лучше, чем вы, и все. Уже как бы нет никаких там идей белый, красный, там исламисты, не знаю, националисты, там за что. Просто вот мы лучше, вот, чем вы, а те говорят, нет, мы лучше. И вот как бы идет Рубилова, там фактически какая вот страшная резня. Недавно кадры пролетели весь мир, аж затмили собой даже то, что в Газе происходило. И вот я боюсь, что в России вполне возможна аналогичная ситуация, когда силовики просто между собой примутся делить вот это наследство оставленное. Ну, ты считаешь, Ренат Бей, что силовая корпорация, чекистская, военная, там, росгвардейская и прочее, она никуда не денется, если даже рослибералы придут к власти? Нет, да, они могут использовать временно либералов. Одна из их групп может вступить в какой-то тактический союз с либералами для некого прикрытия своего прихода к власти. Как, например, в Египте, похожая тоже, кстати, ситуация была, когда военные пытались пользоваться ибо сначала Барадея, как бы вот чистого либерала, потом они фактически использовали как таран братьев-мусульман, да, для того, чтобы избавиться от Мубарака, а потом уже избавились и от Мурси, и от братьев-мусульман, соответственно. И сейчас как бы вот опять фактически военные власти как бы вот обновилась система, да. Ну, я думаю, что какая-то из групп силовиков может с кем-то из либералов в какой-то временный тактический союз вступить. Но то, что либералы смогут реально прорваться к власти хотя бы так, как это было в 1991 году, я думаю, что никаких шансов нет никаких. Особенно у заграничных либералов. Ну да, все-таки тогда либералы условные внутри партии были, внутри КГБ были.
А здесь-то либералов во власти практически нет. Ну, условно, Есть там... вот эти экономисты, но они, наверное, останутся как вот прикомандированные вот буржуазные специалисты, там какая-нибудь Набиуллина, вот наша с вами тоже, некоторым Ну, смысле. Улюкаев, кстати, Мельница, тотально. да, Влюкаев, да, вот они, наверное, останутся обслуживать, как бы, ну, силовики сами что там будут считать, что ли, копеечку, там, как бы в цифрах копаться, там, им как бы нужны вот такие вот интеллигенты очкастые, которые Значит, знают. когда, как у Круга было в песне «А мы бомбили фраеров, я денег вовсе не считал». И, Да. собственно, да, вот не их дело это считать. Но при этом ведь возникают интересные такие интерференции, что ли. Есть, например, Кадыров со своей ЧВК, по сути. Есть, ну, Татарстан, да, у Татарстана нет, но вот, если помните, одно время регионализация вот этих вот батальонов, или Да, Алга там, да. Алга там, вот там в Башкортостане вообще их 8, по-моему, было. Там меняли они название, да, чуть ли не каждую декаду. И, по сути говоря, где-то, я так понимаю, Москва перепугалась, что вот в какой-то момент эти нацбаты могут, ну, особенно после путча Пригожина, конечно. Можно, конечно, да. А вот можем ли мы, ну, условно говоря, спрогнозировать, ну так, или теоретизировать, что клан Кадырова может воспользоваться ситуацией, ну и, по крайней мере, выторговать для себя что-то очень ценное, потому что если грязня будет в Москве, ну, вряд ли там в этой грязне кто-то пойдет на Чечню, как бы зачем? Если вот тут как бы у тебя вот ситуация требует разобраться с твоим оппонентом, который сидит там в соседней башне Кремля. Ну, если именно про Чечню говорить, то при любом ослаблении власти Москвы в Чеченской Республике, я думаю, что там очень быстро возникнет своя внутренняя такая фитна, да, будем так это называть. И Кадыров, конечно, останется, но там, наверное, будет много других уже групп, которые будут оспаривать его власть. Поэтому его как бы торг с Москвой, он уже тоже будет отягощен вот этими уже внутренними проблемами. И это, да, может быть очень быстро произойти. Не знаю, за несколько дней я боюсь, что если московский контроль ослабнет, то там ситуация может обрушиться просто буквально в считанные дни. Вот в эти самые 3 дня, да, империя слиняет. Ну да, если помнишь, путч Пригожина, то вообще все просто застыли. А кадыровская дружина двинулась в Ростов, и, как говорят, это самый долгий переход в Ростов был. Он до сих пор идет. Ледяной поход, да. Да. Но там пробку они вроде попали, поэтому они хотели, просто не успели. Трафик вар, как говорят. У меня, коллеги, к вам обоим, если позволите, такой вопрос, да, вы люди гуманитарного, так скажем, направления, политологи, историки. Вот как вы считаете, вот эта стратегия 2036, по-моему, что 95% населения России должны стать русскими, и вот в параллели с разговорами нашими о том, что силовая корпорация в России никуда не уйдет на самом деле, возможен ли такой сценарий, что вот, там, условно говоря, 10-20 лет спустя силовики остаются у власти, ну, там, может быть, их обслуживают либералы, как такая ширма, поверхность, да, что 95% населения России стали русскими, в какой-то мере по такому турецкому варианту, да, после Ататюрка, когда все, независимости, кто они по национальности, стали турками, так скажем, наименовать себя турками. То есть в какой-то мере Россия всегда потеряет вообще какую бы то ни было идеологизированность. То есть это будет просто один потреб народ, так скажем, да, потребляющий народ, который вот будет, из которого можно будет всегда лепить, как из пластилина, все что угодно. Вот этот сценарий, он вероятен ли? Насколько вероятен? Как считаете вы? Если этот вопрос вообще уместен, конечно. Ну, поскольку я слыву пессимистом, хотя я на самом деле считаю, что это такой стратегический пессимизм, в том смысле, что все очень плохо, но это хорошо, потому что будет еще хуже. Да.
Поэтому вот с точки зрения такой методологии я, наверное, скажу, что вот Булат Бей, его вот это видение, оно наиболее вероятно, на мой взгляд, к сожалению, на данный момент. Ну, может быть, это, конечно, там не 90, естественно, процентов, не 80, но процентов, наверное, больше 50, может, не знаю. Вы знаете, да. Если говорю над Бей, мы сегодня как раз там у меня было пару эфиров, и на одном из них задавающий вопрос, вопрошающий говорит, что вот не русских 20%. Ну, это условно говоря, согласно официальной статистике. В России, в смысле, и русских, соответственно, 80%. Вот это печально. Я говорю, слушайте, есть прекрасная теория, концепция Парето. 80/20, как известно. Да? Он социолог, и я думаю, что многие знают, что 20% решают, 80% слушаются. Ну и там, наоборот, он использует эту методологию в отношении каких-то социальных процессов, и, условно говоря, 80% дела вы делаете, 20% застывает. Ну, то есть это вот какая-то достаточно четкая алгебраическая модель, 80/20. Я тут поймал себя на мысли, что в действительности она применима и к нашим североевразийским реалиям, потому что вот эти 20%, если обретут субъектность, ну, вот, их элиты, их интеллектуалы, их политические глашатые, то это может изменить ситуацию, потому что, ну, Кавказ сам по себе, конечно, условно говоря, помните, как в произведении Киплинга, ну, вот в мультипликационной ее версии советской, значит, когда рыжие псы прибежали, помните? И, значит, там был сход вот этих вот, значит, хайванов, январов, и Акела или кто-то говорит, значит, один волк может там осилить 3 псов, сразу как бы снимает, да, там, помните, как бы без вариантов. Ну вот, условно говоря, Кавказ, там это вот 1 к 10, там, один кавказец, 10 человек. Поволжье там, ну, условно, тоже какая-то пропорция, соответственно. Ну, если мы говорим о таком вот массовом характере. И я более оптимистичен в этом смысле, потому что, конечно, есть силовая корпорация, которая очень сильна. Она абсолютная в том смысле, что других институций практически нет в России. Ну, за исключением, может, региональных баронов, региональных элит, которые, ну, худо-бедно все-таки они имеют концентрацию власти. У силовиков, у российских проблема в чем? Что они действительно стратегически не могут действовать. И я читал специальное исследование, есть политологическое, где изучали, значит, режимы хунт, когда военные брали власть и потом передавали гражданским. В среднем это 7 лет. То есть хунта приходила к общему консенсусу, что мы дальше править не будем. И не можем, собственно, да и нафиг нам это нужно. У нас тут своего добра много, и как бы передавали гражданским. Мы увидели, что так или иначе, вот сейчас же путинская хунта, она же правит все равно, сколько уже лет, 26 лет, ну 27 уже, по сути говоря. Она, конечно, может иметь какое-то новое переиздание, на мой взгляд, но я думаю, что это новое переиздание проживет недолго. Потому что есть, опять-таки, низовой запрос на как бы адекватные элиты, скажем так. Если появится там какой-то патриот, там, русский условно, я думаю, что это будет правый, жестко правый там, да, лидер какой-нибудь, скорее всего. Он, скорее всего, также будет выступать против силового присутствия, хотя будет опираться на них, условно. Но для нас все-таки важнее, чтобы мы сами сформулировали для себя, что там, условно, Татарстан, Башкортостан совместно с Якутией могут сделать. Потому что, ну, трудно представить, что условные танки, конечно, дойдут и до Казани, и до Уфы, скорее всего, но вряд ли они докатятся до Якутска. Да, там, возможно, какая-то блокада, но в целом, если вот так по-серьезному брать, геополитически мыслить, то я думаю, что у этих сорванцов-то нету никаких перспектив, потому что Поволжье – это 25% населения, Поволжье – это 25% ВВП, Поволжье, Айдель-Урал имеется в виду худо-бедно, это ВПК, это нефть, это как бы выход на
Каспий, выход в Казахстан, ну и прочее, прочее. То есть, если вот эту карту по-серьезному разыгрывать, то есть серьезные шансы. Другое дело, что у наших сегодняшних местоблюстителей в Казанском, Уфимском и прочих Кремлях, конечно, вряд ли есть вот такой вижен, да, такое восприятие. Поэтому, наверное, очень важно, что мы, другие там спикеры вкладывают, формулируют. Иначе по-другому не получится. Короче говоря, я считаю, что любая смута для нас сейчас это хороший шанс, хорошая возможность, чтобы в этой мутной в воде, ну, в общем, проскакать барракудой такой и выйти на какие-то серьезные рубежи. Но я, уважаемые устазы, хотел еще что обсудить, так или иначе, так как мы сформировали в этом году, организовали Совет татар мира, татар Шурасы, и, соответственно, проводим всевозможные мероприятия, работу какую-то ведем. Ну и, конечно, мы крайне озабочены судьбой наших, в том числе татарских, политзаключенных. Их как бы вот становится больше и больше. С чем, на ваш взгляд, связано то, что вот в Татарстане взялись за них? В Башкортостане оно, понятно, такой массового характера, да, имеет. Но вот неужто Татарстан как бы не удерживает перед Москвой какие-то вожжи, да? Можем ли мы сказать, что Татарстан готов даже вот отдавать защитников Татарстана на растерзание этих волков? Ты сейчас имел в виду последнее это в отношении Фаузии Байрамовой? Байрамова, Энгель Фатахов, это человек все-таки близкий к Шаймиеву, да, вице-премьер, там глава КТНШ, значит, там Агиль Валиахметов, там, ну и есть ряд людей, которые, ну, такие очень знаковые для Татарстана, для татарского мира. Ну, я, честно говоря, не думаю, что это прям какой-то по нарастающей. По-моему, вот после 22 года этот режим такого вот внешнего силового контроля над Татарстаном, он как был взят, так он и удерживается. И я какого-то такого резкого скачка не видел, не вижу. Ну, очевидно, что и татарстанская элита, она подвешена, конечно, они чувствуют себя, в общем, неуютно, как бы, что называется, шаг вперед, вправо-влево, попытка к бегству. Они это понимают и, может быть, тоже хотят как бы выслужиться, чтобы их тоже лишний раз в чем-то там не подозревали. Но они уже сами себе не хозяева, и не только республики, они уже сами себе не хозяева. В любой момент там могут прийти за кем угодно, включая самого Минихана. Ну да, они находятся я как бы ничего нового не скажу, может, чуть другими словами перефразирую то, что сказал Ренат Бей. Они сами находятся в состоянии страха и паники, и у них отсутствует даже самая минимальная субъектность. Так что если речь идет о так называемых татарстанских элитах. Ну, они, конечно, себе еще что-то позволяют. Вот попался мне этот ТНВ по поводу сноса мечети, ну, некое возмущение, что вот мечеть в Тобольске, там мечеть собираются снести. Они по этому поводу там возмущаются на таком медийном уровне. Но просто сам факт, что если бы там, ну, еще лет 5 назад как бы вопрос сноса мечети уже построенный был бы как бы всероссийский скандал, а сейчас, честно говоря, помню, никого уже там не удивляет, ну, надо снести. Может быть, будет хорошо, коллеги, если вот Руслан Бей сказал о том, что Путин может привести такой крайне правый политик, руководитель, который, так скажем, в отличие от Путина, будет идеологически верен своей правой политике, в отличие от Путина, который использует абсолютно любые там подходы, теории, идеи, идеологии, да, лишь бы удержаться у власти и морочить голову, так скажем, населению российскому. Так как если придет такой политик, возможно, он своей крайне правой
политика, извиняюсь за тавтологию, начнет формировать сопротивление у нерусских народов. Я не знаю, может, это будет даже полезно в такой долгосрочной исторической перспективе. Мне кажется, что они себе не позволят сделать такую грубую ошибку, потому что они-то тоже понимают, что это самоубийственно. Зачем просто подставляться? Можно проводить как бы вполне себе крайне правую политику, но вот такими вот диалогизированными руками. И с такими вот диалогизированными лицами, клептократическими. Но политика, в общем, по факту, она просто растянута во времени и не сильно заметная, то есть она такая как бы не радикальная, да, она по чуть-чуть каждый день, понемножку, что вроде как бы ничего такого страшного не происходит. А если брать как бы в объеме там за 30 лет, то совершенно очевидно. Просто если бы это все бы сделали бы за 1 год, ну, было бы сразу все понятно. А так, когда за 30 лет, то и вроде очень быстро люди привыкают и ничего не замечают. Ну да, это дробление хвоста. Ну, это такой стиль. Это так вот и политические свободы сворачивались, и экономическая тоже политика примерно такая же. Вот у них везде совсем так. Девальвация рубля такая вот тоже по копеечке каждый день. Главное называется она. В национальном вопросе тоже. И YouTube тоже притормаживает потихоньку, да, по гигабайтику в день. Вот и в национальном вопросе тоже вот по одной буковке в неделю. А нет ли, Ренат Бей, вот в результате вот того, что страна живет там 26 лет, например, вот в такой ситуации, очевидно, что есть деградация мысли вообще, деградация гуманитарной мысли, деградация политической мысли, там, научной мысли. И в итоге те политики, там, те деятели, которые могут прийти на смену действующей власти, будут просто слабее интеллектуально, умственно нынешних, так скажем, и не смогут удерживать ситуацию. Возможно ли это, или я не прав? Вот как считаете? Ну, возможно, на смену Сталина мы ведь знаем, кто пришел. Там как бы люди явно уступающие в интеллектуальном смысле, там и Маленков, и Хрущев, там тем более. А потом как бы еще более, там Суслов, Брежнев, как бы совсем люди невнятные. Понятно, конечно, да, эта деградация, она будет происходить, да. Нет, очевидно, что эта система не жизнеспособная, это не может существовать вечно. Она когда-то обвалится, как обвалилась Романовская империя, как обвалилась и предыдущая вот версия там, с Иваном Грозным в смутное время, там, как обвалилась советская система. Эта система также обвалится. Просто тут вопрос времени, насколько это может протянуться, и вопрос, что придет на смену, не будет ли очередное какое-то новое издание опять того же самого. Может быть, немножко в других формах. Как бы и от Романовской империи Польша, там Финляндия оторвалась, от Советского Союза тоже до сих пор продолжают как бы отрываться болезненно, но отрываются куски. Кто-то оторвался прямо в 1991 году, кто-то чуть позже, там вот, да, в 2020 году Азербайджан, вот Украина, как бы все это, возможно, что и от новой версии тоже уже меньше что-то будет, а может будет больше. Скорее меньше, наверное. Но очень возможно, что какое-то новое издание все-таки... Ну, она уже так или иначе будет... Зайдет опять. Оно уже будет так или иначе скукоживаться. То есть вопрос только в том, что вот в начале, с чего мы начали, что их сила – это просто слабость того, что мы, вернее, наша слабость, что мы не смогли стать теми, которые смогли от этого выскочить, да, то есть так, вот, вопрос же так стоит. Ну, кто не хочет выскакивать, понятно, он не будет выскакивать, поэтому как бы империя, ну или там то, что от нее останется, она будет существовать. Если кто-то сильно будет сопротивляться, я думаю, что как бы они так и не будут за это особо цепляться, потому что, ну, уже силенок-то не будет в этот момент. Ну, как бы вот, да, как бы российские либералы что говорят сейчас опять? Мы восстановим настоящий федерализм. Когда я их спрашиваю, что такое национальный федерализм, они начинают мычать, мы это вот там, деньги оставим вам, то оставим, ну, там, на языке с вами будете говорить, окей. Бюджетный федерализм, да. Да, бюджетный федерализм. Ну, смотри, это же не удовлетворяет уже.
нас, например. Насчет языка тоже у них как бы, ну ладно, мы вам там оставим на бумаге, а так как бы вот помимо бумаги, они говорят, слушай, ну ты что, всерьез, что ли? Вот, ну какой язык национальный? Зачем он тебе нужен? Ну это же бред. Ну, есть английский язык, русский, ну он же удобный, все знают, ну работайте себе спокойно, зарабатывайте там, говорите, вот надо за границу по-английски, внутри России по-российски. Зачем вам какие-то вот эти языки никому не нужны, на которых там 2,5 коллеги говорят? Зачем вообще на это тратить время, силы, деньги? Перестаньте все это ерундой заниматься. Займитесь делом. Как они говорят в Канаде, на канадском говорят, в Австралии, на австралийском и так далее. Или, как говорил Волков, по-моему, но как может быть там свободный Башкортостан, если у них нет выхода к морю? Сказал человек, находясь в Европе, где несколько стран вообще-то не имеют выхода к морю, причем не самые такие, скажем, мелкие, не самые заштатные, да, там, от Австрии, Венгрии там, и других стран. Но вот это вот такое восприятие очень ущербное. В любом случае, ведь вопрос стоит для нас крайне ощутимо, что мы можем предложить в качестве политического проекта нашим людям. То есть так или иначе, ведь кто-то будет вести там переговорные позиции, кто-то же будет представлять там свободный Татарстан. Вот. Кто это, на ваш взгляд, должен быть и какая должна быть основная адженда, повестка? Ну, основная повестка – суверенитет. Требуем восстановления. Вот они говорят про Берлинскую декларацию. Там говорят, надо там, вернуться к границам, как бы ситуацию с границами, со статусами вернуть к 1991 году. Очень хорошо, давайте вернемся к 1991 году. В 1991 году, допустим, ни Чеченская республика, ни Татарстан еще не подписали федеративного договора. И давайте вот этот вопрос суверенитета вернем, наделим все регионы вопрос суверенитета, и пусть все регионы сами решают, как они дальше хотят видеть свое будущее. Этот суверенитет вернем на места, как это было в 1991 году. Вот тогда Ельцин как бы пообещал этот суверенитет, на самом деле его не дал, да, то есть как бы чеченцы сказали, ну хорошо, вот мы здесь коммунистов выгнали, Доку Завгаева погнали там пинками под зад, мы здесь демократическую революцию сделали, вы нам обещали демократию, вот мы как бы не дождались вас, сами взяли. Суверенитет вы нам тоже обещали, в общем, вот так теперь будет. Здесь решил народ. А из Москвы сказали, нет, это там, я говорил, это уже все поменялось, теперь уже легенда изменилась, теперь другое. Горбачева нету, теперь по-новому будем решать. Вот. А мы как бы вот говорим, давайте вот туда вернемся к 1991 году, к моменту распада СССР, и пусть регионы сами, все наделенные этим суверенитетом, определяются. Каждый регион на местах по отдельности. Ну и плюс я бы добавил бы, если... Собственно, я извиняюсь, их вот, Берлинская декларация об этом говорит. Они же говорят про 91 год, а просто они как бы ее расширяют, что типа, мол, вопрос не только с Украины, но есть и Грузия, Приднестровье, вот как бы пусть всех это касается сразу, не только Украины. А вот мы согласны, хорошо, давайте 91 год. Вот, это просто 91 год, это не только Грузия, Украина и Молдова. Но это и про Татарстан, и про Чеченскую республику, да и вообще про все регионы России. Тогда и Уральская республика хотела возникнуть. Там какие-то были, по-моему, сибирские какие-то попытки объединения на местах. Ну, как бы пусть народ, русский народ, и удмуртский, якутский, пусть люди сами решают. Да. Наделим их всех суверенитетом, и люди пусть сами решают. Да. Если позволите, Ренат Бей, я просто хотел бы расширить тот тезис насчет 91 года. Не только возврат вот к тому статусу, да, к тому, вернее, состоянию, в котором мы были там в 91 году, к нашим суверенитетам там и прочему, но все, что, скажем так, совершили с нашими народами, с нашими, я не знаю, там, бюджетами, с нашими богатствами, представители сначала либеральной власти в 90-м году, потом либерал-чекисты, начиная с 2000-го, да, с 99-го года. Сколько они наших людей отправили в топку войны, не только по контракту, но и
принудительно, так скажем, сколько они из нас выкачали всяческих экономических ресурсов. Мы видим же, вот с чего тоже начинали разговор, в каком состоянии находится на сегодняшний день Москва, которая, ну, более или менее довольна, да, существующей ситуацией, и как относятся к сегодняшнему дню, скажем так, к текущей ситуации жители регионов Поволжья того же, не самого бедного, так скажем, агломерата, да, экономического в России. Я считаю, что и Москва, и вообще те, кто из нас высасывал все это, должны в какой-то мере, ну, в самом худшем, легком для них варианте подписать, так скажем, некое такое обязательство, что они никогда не будут это делать. Может, это наивно, конечно, звучит. Ну, а вообще в самом лучшем случае должны возместить нам все, что они у нас украли. И в качестве живой силы, и в качестве ресурсов, и упущенных возможностей, чтобы это никогда не повторилось, так скажем, те явления, которые сегодня имеют место быть. То есть, может, это в какой-то мере утопически звучит, да, те вещи, которые я сейчас озвучиваю, но это тоже должно быть, претензия на это нами должна быть сформулирована, я считаю. Ну да, это усилит, прежде всего, переговорные позиции. То есть мы предъявляем претензии, и, соответственно, ты максимализируешь, как это делает Трамп, да, задирает планку переговорную, и потом как бы вот типа ищет компромисс. Понятно, что его компромисс – это то, что он изначально хотел. Это очень важно, выдвинуть действительно вот эти вот требования, условия. Там может быть вопрос не только какие-то внешние претензии, но и претензии к тем местным элитам, которые руководили регионами, которые вывели из них несметные миллионы неизвестно куда. И хотя бы их бы удалось бы как-то вернуть, так скажем, мягко, на благо народа и Родины. Может, даже их бы уже хватило, чтобы покрыть какие-то основные потребности. Ну, то самое золото партии. То самое золото партии. Там же это можно сделать через, условно говоря, выписывание индульгенции. $1 миллиард вернул, значит, ну вот получишь там условный срок. Или еще что-нибудь. Ну, соответственно, создать вот такие механизмы, которые ставили их в такие соответствующие условия. И, соответственно, надо и работать, например, там, с европейскими институциями тоже, чтобы этот человек, условно говоря, не убежал куда-нибудь, значит, во Францию и не сидел где-нибудь на Лазурном берегу. Есть механизмы, что мы этих людей, значит, знаем, где их авуары, богатства, где они сами проживают. Вот это вот такая важная. Что около $1 триллиона выведено из России было с 1991 года в целом. Там где-то 500 в Европе вложено и 500 в США. Где-то там хранится. Ну и в этих деньгах большая доля – это деньги и татарские, и якутские, там еще бог знает какие. Но если не превалирующие, все-таки это не от алмазы. Вернуться обратно в страну, то, естественно, как бы, ну, народы России должны как-то, ну, что-то, как-то с этого что-то получить на собственное развитие. Ну и в конце концов, чтобы не допустить, да, чтобы не допустить зарождения в будущем, там, в том же Татарстане, в других национальных республиках, вот таких же клановых элит, да, структур, все-таки мы должны, я думаю, формулировать такую повестку социал-демократического такого как бы направления, естественно, с уклоном на нашу национальную, так скажем, самоидентификацию и связанную с исламом. То есть это должен быть такой социально-демократический, я не знаю, ислам, ну, может, это звучит очень комбинированно, да, как салат. Джадидизм, вот как
Да. Габдурашид Ибрагимов, вот, который с трудовиками блокировался еще в дореволюционной думе. Это было, да, в истории. Я, в общем, согласен, да, это примерно. Ну вот как раз перед нами стоит задача, мы много раз здесь проговаривали, идеи нового статуса, Ямадаулята, скажем так, нового стату, я избегаю слова государство, потому что оно не очень хорошее господарство все-таки. Вот этот новая статуя, Джумхурия или республика, она должна иметь сейчас новые концептуальные основания, конечно. Конечно, в этом смысле татары, как вот было и во времена джадидов, и времена там, после первой так называемой русской революции, и второй, ну, как бы шли вот в авангард этих процессов, да, по крайней мере, политическая, общественная мысль была такой передовой очень серьезной. И потом ведь они применили это в Турции, там, в других территориях, как мы знаем, да, не смогли применить на родине и, собственно говоря, приложили эти интеллектуальные организационные усилия в той же Турции, там, в Центральной Азии, уходили даже в Афганистан. Ну, так что в любом случае, заключая и подводя итоги, мы, наверное, с вами можем сойтись на том, что, помните, как в известном этом предвыборном плакате, газета была, вернее, «Справедливая Россия», у партии там сидела такая, Харя такая, вот так вот. И, значит, подпись: «Мы не сидим сложа руки». Вот он так сидел. Значит, чтобы нам так не сидеть сложа руки, мы все-таки должны формулировать вот эти вот политические проекты, говорить, действовать, что и мы пытаемся, в том числе в рамках нашего движения Совет Татар Мира. Я призываю всех наших зрителей, слушателей приобщаться, включаться, действовать, потому что не сегодня, завтра ситуация может поменяться, а мы должны быть к этому категорическим образом готовы. Коллеги, если у вас есть что дополнить. Ну, я хочу только всех отослать к телеграм-каналу Татар Шурасы, где как раз был недавно пост о джадидах, как бы в дополнение к нашим разговорам. Да, и телеграм-канал не русский, уважаемый Ренат Бея, тоже подпишитесь, мы ссылочку поставим, да. Я думаю, добавлять здесь как бы нечего, но однозначно, что мы должны предлагать привлекательную для наших народов, привлекательные, точнее, для наших народов модели, потому что условное возвращение там к власти там двух Бабаев, Шаймиева и Миниханова, или их там двойников и так далее, ну, это никому, ни для кого не интересно, так скажем, жить под этими ханами. И наше население как бы не видит разницы между вот этими татарстанскими ханами и московскими властями, которые, по сути дела, наверное, одинаково враждебны по отношению к простому человеку, к человеку труда, знания там, и так далее и тому подобное. Я вот как-то так думаю. Поэтому наша обязанность – это искать и предлагать привлекательные именно для наших народов модели. Да, именно так. Ну что ж, Бигзур Ахмед, Дуслар, спасибо вам большое за ваши мысли, за ваши рассуждения. И нашим зрителям большое спасибо, Зур Ахмед, за то, что были с нами, комментировали и также делились своими мнениями и предложениями. Оставайтесь с нами на связи. Алла Верса, мы тоже будем с вами на прямой непосредственной коммуникации. В конце концов, империя Маздай.